Один из древнейших городов Таджикистана в Центральной Азии, ему 2500 лет, где Македонский впервые встретил Роксану из Таравшан, он же Уратепа. Это один из самых древнейших исторических городов мира. Он расположен в Сагдийской области на севере Таджикистана. Сам город расположен на высоте 1000 метров над уровнем моря. Также из Таравшан граничит с Узбекистаном и, можно сказать, с Киргизстаном. По письменным источникам и некоторым археологическим данным известно, что Истаравшан – это музей под открытым небом. Истаравшан был основан в VI веке до нашей эры персидским царем Киром из династии Ахеменидов. Не буду читать вам статью про сам Истаравшан, не ленитесь, заходите, ищите на сайтах, там очень много информации и истории Истаравшана, сколько названий поменял, чем славился, что было до приезда Александра Македонского и его разрушения Истаравшана. Уверен, вы узнаете больше, чем знали и слышали об этом городе. Именно так выглядит Калай-Мух в 22 году. Сейчас мы зайдем, посмотрим, что внутри. Да, сразу в глаза бросаются эти гигантские статуи по пути. Они выполняют роль стражников, которые охраняют покой. Ну и уверен, что у каждого есть свои варианты ответов. Но Александр Македонский и его полководец Кратер впервые были ранены у этих стен. И еще хочу добавить, что Калай-Мух расположен по левым берегам рек Кум и Зеравшан. Территория крепости составляет 6 гектаров, а общая длина стен больше 600 метров. Истаравшан во времена Ахеменидов был построен со стороны великого Кира под именем Курушкада, и его крепость была Калай-Мух. Жители Курушкада беспощадно сражались с войском Александра Македонского, который назвал город Кираполем. Археологические раскопки показали, что в глубине 7-8 метров были расположены исторические слои, относящиеся к двум периодам – 4 и первых веков до нашей эры и 1-8 векам нашей эры. А знаете, крепость в период своего существования неоднократно подвергалась нашествию арабов, турков, монголов, а также представителей Бухарского Эмирата. Как мы видим, тут информация на 3 языках – английский, таджикский, русский. Также тут пишут, что Македонский первый раз спал тут, у этих стен. Потом уже позже приехал Амир Бухоро и назвал город Уратепа. И после Уратепа уже назван Истаравшаном. В 1866 году, как бы сказать, тут было все разрушено. Почитай, очень интересно. Добро пожаловать, мой друг, в замок. Я покажу тебе его изнутри. Вот она, картина Медресе Рустамбека. Также написан тут его портрет. Так он выглядел. Как видишь, все переведено с арабского на таджикский. Все подписано. Даже сейчас, в нашем веке, как мы видим, продолжаются раскопки. Ученые не перестают работать. Кстати, нам гид сказал, что вот эта канализационная труба была найдена недавно именно тут.
прямиком из 8 века. Также мы на стене видим портрет Александра Македонского и Рукшуны. Это Роксана. Смотри, это канализационная труба, найдена тут нашими учеными недавно, совсем недавно. Да, все это найдено на этой территории. Столько веков этим вещам. Ты просто представь, друг. Рядом с этим зданием функционировали цеха по изготовлению разных сооружений, ножей, мечей и даже пушек. Да, конечно, на крепости были места для пушек, стрелков, сторожевая площадка и наблюдательные вышки. Однако все эти сооружения были уничтожены в результате нашествия кочевников, иностранцев и русских захватчиков в 1866 году после Октябрьской революции. Кстати, из кирпичей Калай-Мух была построена тюрьма в 2018 по указанию основателя мира и согласия, лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Крепость Мух вновь была перестроена в нынешнем виде и превратилась в место посещения туристов мира. Ближе, друг мой. Как и говорил, с 8 века. Посвети, конечно, посвети. Да, именно тут она найдена. Позже поднимемся, я покажу, где ведутся раскопки. Это находка с 8 века. Тебя удивит. Да, все, что показывал выше, большинство найдено тут. Мы видим, как сохранилось это дерево. Все уникально. Пошли выйдем на воздух, а то вижу, тебе трудно дышать. Торопись. Все, что на улице, мы накрываем, конечно, прячем от дождя. Это длиной 30 метров. Они копают глубже. Раскопки продолжаются. Идем, я покажу тебе еще кое-что. Что-то удивительное и страшное. Надеюсь, тебе сегодня не приснится это. Спеши. Данные раскопки ведутся в 4 метрах под землей. Да, это человеческие останки. Тут рядом, вот покажу сейчас. Идем. Все, что осталось, конечно, это человеческие кости. Я тоже удивлен сохранению. Это просто нечто. Это, друзья, думаю, многие уже знают. Национальная печь, новая постройка, называется тандыр. Она сделана из глины и глиняных кирпичей. Так она выглядит изнутри. Ничего особенного. Печь, чтобы печь лепешки, тушить мясо. На крепости Калай-Мух был построен золотой арк.
По-другому его назвали Салом Хуна, комната, где правитель Рустамбек принимал высоких гостей. Вот оно строение Калай-Мух, что представляет собой двор и двухэтажное здание из камня и кирпича, в котором расположено 5 комнат. Вековая история. Исторический замок Центральной Азии. А тебе спасибо за просмотр выпуска до конца. Это 2-й сезон Лахути Лайф, и мы увидимся ровно через неделю. Ну, если вы нажали на колокольчик и подписаны. Это солнечный Таджикистан шлет миру салам. Всем пока.